Zaman hayırlısın saygılı seyirciler. Hoş buluştuk efirde GRT kanalı Gagauzya gün günden programısının hem de onun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Çadarlunga kasabasının kültür merkezinin başı Janna Paşalı. Zaman hayırlısın size Janna Ivanovna. Çok sağ olun. Yine geldiniz bize katılırsınız Gagauzya gün günden programısına. Сау Сизя, Заман Хайрунсун, Полина Дмитриевна. Нам очень нравится к вам приезжать в студию, говорить о нашей гагаузской культуре и о нашей деятельности во благо нашего гагаузского народа и жителей Чедерлунги. Alezden bunu da açıklayacağız bugünkü bizim programımızda. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nice biliriz, adet gibi oldu her yıl Harman'ın 19'unda Çadarlunga kasabasının Pobeda Parkı'nda geçirmeye yortulu toplantıları Angıları adalı Gagauz vatanın yıl dönümüne. Bu yıl 2024. yılda 34 yıl tamamlandı. Nasıl kuruldu bizim Gagauz yerimiz? Bugün Gagauzya'nın kültür merkezinde açıldı 21. Gagauz Türküsü 2024 festivali. Janna Ivanovna, anlatsanız bütünden nasıl geçti festival bu yıl sizin Çaдарлунга kasabasında? Еще раз здравствуйте, дорогие наши зрители. Полина Дмитриевна, спасибо вам за этот вопрос. Действительно, 19 августа в честь праздника нашей родной земли в Чедерлунге прошел фестиваль гагаузской песни «Гагаус Türküsü». Вы знаете, этот фестиваль начинался в конце 90-х, в начале 2000-х. У его истоков стояли наши коллеги. Это и на тот момент начальник отдела культуры Чедерлунского района Иванчук Василий Георгиевич, другие наши коллеги, те, кто его начинали. Там принимал участие руководитель, нынешний директор Гагаузского национального театра Михаил Дмитриевич Константинов. Все эти люди стояли у истоков создания. Затем менялось время, менялись люди, которые занимались организацией, но всегда было неизменным, что во главу этого фестиваля ставится гагаузская песня, ее продвижение, ее популяризация. В этом фестивале принимали участие люди разной музыкальной подготовки. Это были и профессиональные артисты, это были начинающие вокалисты, но очень много людей представляло свое музыкальное творчество. Очень многие своей стартовой площадкой считают Гагаuz Türküsü, потому что эти артисты готовили свои песни, они писали новые песни специально для этого фестиваля. И так вот шло развитие этого праздника. Вы знаете, в этом году тоже праздник состоялся. Выступали не только чедерлунские артисты, но к нам приехали из Чедерлунского района, из Камрата гости, за что мы очень благодарны замечательным. Об этих людях я скажу дальше. И наша гагаузская песня звучала. Праздник, тот праздник, который выстрадали наши родители, когда отстаивали, потому что, конечно, были те активисты, которые создавали этот день, которые поднимали за собой народ, но и были все жители Гагаузии, и это праздник, который нам передали наши родители, а нам необходимо нести дальше с гордостью эти знамена. Pek doğru söylediniz. Nice bilinir Gagauz Türküsü festivali geçirilir niyetle koruma hem ilerletme dini Gagauz dilini, kültürü, halk folkloru, tutturma, vokal, ince zanatı Gagauz dilinde. Hepsi bu işleri, angılarını ben sıraladım. Söyleseniz ilerlerler mi bizim автономиямызda? Да, этот фестиваль проходит постоянно, и его цели – это популяризация, продвижение гагаузской культуры, гагаузского языка, гагаузской песни. Также этот фестиваль выявляет талантливых молодых исполнителей. Вы знаете, в этом году мы для себя открыли два имени замечательных. То есть если мы знали заслуженных ребят, артистов, которые всегда на сцене, которые на экранах телевидения гагаузского, то я для себя открыла певицу из села Казаклея Татьяну. Это новое лицо. Она
довольно-таки молодая женщина, мамочка, которая вот вышла из декрета. Она закончила Камрадский университет. Именно отделение гагаузской национальной культуры. Она вокалистка, обладает очень красивым тембром голоса и открыла для себя женский вокальный ансамбль Дома культуры села Кангас. Это 4 со звонкими, сильными голосами девушками, 4 девушки со звонкими голосами. Руководит этим коллективом замечательный гагаузский артист, солист заслуженного ансамбля «Дюзова» Андрей Иванов. И вы знаете, их стоит слушать, потому что девочки набирают силу. Мы будем гордиться этими именами. Мы гордимся всеми, кто принимал участие, но радостно видеть новые имена. Всегда фестиваль записывался или транслировался телевидением. Это делается для того, чтобы сохранить в истории все, что происходило на сцене. Сохранить вот эти первые кадры. Ведь потом, когда нас никого не станет, историки будут изучать наше творчество. Кто-то будет писать биографии артистов. Мы же ни о чем не знаем. И вот любая съемка и запечатление события – это вклад в архивную хранилищницу ценнейшего документального материала. Жанна Ивановна, söyleseniz yıldan ne suysa değişilmekleri, yenilikleri programınızda yaparsınız mı mahsus bu festivalin geçirilmesi için? Конечно, не бывает повторения одного и того же, вы понимаете? Дело в том, что любое событие, оно формируется, конечно, вклад людей, профессионализм, фантазии и так далее. Участники, дальше, само время, когда ты проводишь фестиваль, возможности и так далее. Конечно, когда-то было шествие. В этом году мы изюминкой сделали, знаете что? У нас в Едином культурном центре появился новый творческий коллектив, и это очень радует. Это детский народный оркестр. Да, к нам в марте месяце пришел замечательный руководитель Владимир Николаевич Недов, который для себя поставил задачу создать детский народный оркестр народных гагаузских мелодий. Значит, мы нашли цимбал, он провел отбор детей, там скрипачи, есть девочка на флуере, аккордеонисты играют. Сейчас Примирия закупает для этого оркестра контрабас. И вот этот оркестр дал первое дебютное выступление в рамках фестиваля. Мы этих детей продвинули. Они сыграли нам в своей интерпретации замечательную гагаузскую народную мелодию «Оглан». Вот. Дали ей совершенно свое звучание, которое могут дать только дети. И это придало ей легкость. Знаете, это было их звучание. Это вот эти дети создали эту мелодию. И мы ждем, в смысле не придумали, а вот именно вот в том. И это было изюминкой. Мы открыли вокальный фестиваль инструментальным произведением. Как бы это немножко противоречит, но в этом была своя прелесть. И наши люди увидели, что на протяжении определенного времени функционировал коллектив, который он собрал детей, и нужно было этих детей сыграть, нужно было научить работать на цимбалах, играть мальчика. Значит, они разучивали мелодию, сыгрались, коллектив уже сыгранный, и вот дали первое выступление. Поэтому, конечно, каждый год что-то новое. Новые артисты, новые имена. Вот я вам рассказывала, что мы открыли для себя две прекрасные творческие единицы. Это кангасский вокальный ансамбль, там девушки, и вот Татьяну из Kazıklı'yı. Bu uşaklar Çanangaları için Birleşiklerleri söylesiniz. Var mı onlarda potansiyel? Büyük потенциал var. Эти дети, вы знаете, как они горят. Они приходят на репетиции не из-под палки. Они рвутся, у них такое хорошее настроение, у них такие чистые сердца, у них такие светлые лица. Я вам не могу передать. Это дети, которых, вы знаете, они
еще маленькие, им 12, 11 и 10 лет этим деткам, да, но эти дети уже несут свет, он есть этот свет, они его уже начинают дарить людям, и они никогда не предадут нашу гагаузскую культуру. Вы понимаете? Они никогда вот не предадут свою народность. Это важно. Böyle elbette uzmanlarla nasıl siz Жанна Ивановна, elbette bizim uşaklar da açılırlar. Çünkü siz ayrı ayrı yaklaşırsınız her bir uşağa, görürsünüz onlarda varsa da potansiyel, siz onlara ilerletirsiniz. Дель только бям. Все руководители, все, кто, я считаю, что это и руководители, которые работают в едином культурном центре, и те, которые руководители работают в других домах культуры, вы понимаете, что случайных людей в культуре не бывает. Ни для кого не секрет, что уровень дохода работников культуры оставляет желать лучшего. И туда идут увлеченные люди. А выискивать в детях зерно, жемчужину таланта, а потом эту жемчужину выращивать и обогащать, это делают только увлеченные люди. Поэтому спасибо вам за то, что вы нас похвалили. Но хочу сказать, что все руководители, которые работают с детьми, это все люди, действительно, которые открывают, раскрывают детский потенциал. И спасибо Господу, что у нас таких людей много. И что дети могут прийти и развивать свое творчество. Elbette geçirmeye dini böyle genişten DJ Süsiye Kuvurda festivalleri, Angları toplarla artistleri hem yaratıcılık kolektiflerini Çadırlunga'dan, Kogaz'dan, Komrat'tan, Kazakliya'dan, Gaydar'dan, Gagauz Folklor Ansamblisini, Bucak'tan Kızlar, Belikanto Vokal Grupasını, yaratıcılık evlerin terbiye edenlerini, Moldova Devleti'nin hem Gagauzyanın şanlı kültüra hizmetçilerini, Çeki'den vokalistleri lazım Dilas Para. Söylesiniz bu yıl geçirmeye dini bu Türkü Festivali'ne kim o yardımcı oldu, kim sponsor oldu? Значит, конечно, любое проведение мероприятия требует средств, потому что есть транспортные расходы, есть расходы, связанные с тем, чтобы предоставить воду, тем более вы видели, что в этот день температура достигала до 38 градусов в тени, духота. Это те условия, нужно было элементарные условия для поддержания жизнедеятельности. Это то, что необходимо. То есть именно необходимые вещи. Это и афиши. Ну, конечно, мы все это делаем в рамках выделенного финансирования, которое выделяется ежегодно в бюджете Чедрлунги и которое утверждается муниципальным советом и примарией. Поэтому главными организаторами, я не скажу спонсорами, а именно те, кто... Это не спонсоры, это основной донор жизненно важный, это примария и муниципальный совет Чедрлунги, муниципия Чедрлунга. Это наши жители, которые формируют, наши налогоплательщики, наши экономические агенты. Вот каждому жителю мы говорим большое спасибо за то, что мы можем работать во благо наших жителей, делать то, что мы делаем, и дарить свое творчество. Это мы благодарим наших экономических агентов, наш совет, который нас всегда поддержит, и нашу примарию. Жанна Ивановна, var nasıl söylemeye bu yılın içinden 8. ayı yaklaşır sonuna. Önümüzde var daha 4 ay. Süresiniz, planlarınız ne var bu 4 ayı geçirmediğini? Значит, сейчас мы вступаем в, скажем так, на финишную прямую выходим. У нас впереди сентябрь месяц, но еще есть август. И я с большой радостью приглашаю всех жителей Чедрлунги, а также гостей нашего города на замечательный концерт 27 августа, который будет проводиться в честь Дня независимости Республики Молдова. К нам в город приезжает замечательный коллектив, филармонический коллектив. Это ансамбль гагаузской народной музыки и танца Кадынджа из города Комрат. Руководитель Мария Ивановна Тараненко. Мы с радостью ждем этот коллектив. Мы обратились с предложением, коллектив поддержал. Поэтому в 19:00 в Парке Победа 27-го мы всех приглашаем к нам на концерт. Потом будет массовое гуляние. Затем у нас планы
для наших коллективов это участие в фестивалях, которые будут проводиться в Чедерлунском районе, в наших соседних селах. Мы поедем в Гайдары на праздник ковра, мы поедем в Копчак. Это наши коллеги. И, естественно, у них будут проводиться такие события, мы их поддерживаем, потому что потом на Касым мы с радостью примем всех в гостях у нас в Чедерлунге. То есть это работа, это такое дружеское взаимодействие и коллегиальная этика. Поддерживать и участвовать в мероприятиях друг друга. Это очень хорошо, что есть такая возможность у нас. Вот. Нас всегда в этом поддерживает наша примария, наш совет. Затем мы приходим в сентябрь месяц. К сожалению, большому, в нашем городе у наших жителей случилась беда. 2 их дочки заболели. Заболели очень серьезным заболеванием, которое, к сожалению, к счастью, оно очень редкое, но, к сожалению, 2 случая в одной семье. Это девочки Соломея и Ира Потоска, причем их папа является нашим коллегой. Они заболели очень серьезным заболеванием. Это синдром Моя-Моя. У девочек постепенно сужаются сосуды головного мозга, и их мама полна решимости и веры в своих детей, веры в Бога, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут материально, потому что там требуется очень большая сумма денег. Каждая операция – это 200 000 евро, нужно 400 собрать. И 8 сентября в Чедерлунге состоится благотворительный концерт, на который мы приглашаем всех жителей, всех неравнодушных людей. Мы только вместе сможем собрать этим девочкам на лечение. Мы даем концерт силами коллективов Единого культурного центра. Если к нам приедут гости из других сел для того, чтобы поучаствовать в концерте в качестве артистов, или если вы хотите приехать как зритель и внести свой вклад в виде купленного билета или в урну брошенной купюры, сколько вы можете, сколько вам позволяет ваша душа, мы будем очень благодарны, потому что действительно надежда у этих девочек есть. Шансы в Цюрихе этим детям дают самые хорошие. Поэтому мы только вместе можем им помочь. Вот такое вот мероприятие у нас предстоит. Ну и, коль мы являемся единым культурным центром, конечно, мы выполняем все те задачи культурные и общественно значимые, которые ставит перед нами наше чедерлунское общество. И если, то есть, кроме плановых задач, которые утверждены планом, это концертные мероприятия, фестивальные мероприятия. Мы готовимся к Касыму, мы готовимся ко дню образования автономной, гагаузской автономии. У нас впереди еще есть ряд концертов. Но помимо этого на нашей базе проводятся еще и внеплановые мероприятия. Так впереди нас ждет очень прекрасное соревнование «Белый самурай». Его проводит клуб Киокушинкай Чедерлунской муниципальной школы. И 12 октября мы приглашаем также зрителей, кому нравится вид спорта, такой как карате Киокушинкай, и в качестве зрителей, в качестве болельщиков, пожалуйста, пусть приходят. То есть у нас много мероприятий, плюс участие во всех фестивалях, которые будут проходить для того, чтобы мы могли популяризировать наши коллективы. Понимаете, профессиональный рост коллектива происходит, да, во время репетиции, но это только 40%. Но методический обмен, который получает руководитель коллектива, происходит на фестивалях. Коллективы подтягиваются до следующего уровня. Именно работа на выезде, участие в фестивалях дает коллективу новый импульс. Поэтому мы поедем и в Твардицу, не в Твардицу, а в Тараклию, к нашим соседям, где происходит этнофольклорный фестиваль вообще международного плана. Мы поедем, покажем и Буджактан-Кызлар, мы поедем, покажем чудо детей, и среднюю группу, и старшую группу, потому что они обязаны выезжать для того, чтобы в них рос их творческий потенциал. Только благодаря этому идет движение, динамическое движение вперед. Вот такие у нас планы. Жанна bana çok sağ olun belediyeden anlattığınız planlarınız için. Ben iyice anladım sizin sözünüzden kültür merkezin
pek sıkı tutar bağlantıları primariyla hem de nasihatçılarla sadece böyle iş varınca olsun lazımlı faydalı kendi kasabançı açan toplanırlar hepsi beraber de çözerler ne suysa pedalanmış problemi. Ama çünkü bizim programımız yaklaşır sonuna sizin bir varkolarınız danışarsınız. O genç çekiden vokalistlere angılara isterler bekim katılma Gagauz Türkü Festivali'ne süreceğiz geleceği yıla. Ну, во-первых, я хочу выразить благодарность всем тем артистам, которые приняли участие в фестивале «Гагаuz Türküsü». Я просто имею в голове план выступления, поэтому буду идти по сценарию. Огромную благодарность выражаю заслуженному работнику культуры Гагаузии Андрею Кирилловичу Палик. Дело в том, что Андрей Кириллович не пропустил ни одного фестиваля. Он всегда принимал участие в этом фестивале и его поддерживал. Также огромную благодарность я выражаю группе «Бельканто». Это прекрасное трио мужских голосов в составе Андрея Иванова, Ивана Бабова и Сергея Иванова. Прекрасно ребята выступили с новой песней гагаузской, действительно на высоком уровне. Я выражаю благодарность нашей солистке чедерлунской, автору-исполнителю Олесе Железогло, которая для этого фестиваля написала 2 года назад песню «Гагаuz Türküsü», одноименную песню, и Олеся благородно предоставила ее как она же автор, она же имеет все авторские права на эту песню, и она ее разрешила сделать в будущем гимном нашего фестиваля. То есть, когда уже в следующем году к нам будет приезжать, мы заранее тем, кто будет принимать участие, отправим слова и музыку, и в конце мы будем всегда завершать «Гагаuz Türküsü» вот этой песней «Гагаuz Türküsü», которую написала Олеся Железогло. Также мы благодарны, в фестивале принял участие заслуженный артист Гагаузии Валентин Арманджи. Опять же, я сказала об прекрасном открытии, которое мы для себя сделали. Это женский вокальный ансамбль Дома культуры села Кангас. И я забыла фамилию девушки из Казаклии, Таня, простите, вы прелесть. Также у нас с благодарностью, хочется выразить слова благодарности директору Дома детского творчества Чедерлунского района Елене Донажи, которая предложила к участию замечательный коллектив вокальный, который занимается на базе Дома детского творчества, Центра детского творчества Чедерлунского района, и руководит этим коллективом Радулова Евдокия Андреевна. Прекрасное выступление, ее воспитанниц тоже украсили фестиваль. Девочки растут, мы за ними так наблюдаем, знаете, вот издалека, потому что они набираются мастерства, опыта, и в будущем, конечно, они будут украшать сцены, я надеюсь, не только Чедерлунги, но и гагаузских других праздников. Их будут приглашать, потому что они действительно того стоят. Очень прекрасно. Спасибо им огромное. Также выражаю благодарность коллективу, который перед фестивалем, это был коллектив, детский вокальный коллектив «Аллегра». Они были на разогреве, скажем так, у взрослых. Были представлены 6 человек коллектива. Руководит коллективом Наталья и Василий Железогло. Руководит эта семья Железогло. Она довольно-таки известна в музыкальных кругах. Ребята приехали к нам в Чедерлунгу из села Киритлунга и работают в едином культурном центре. Вот их дети, они как бы разогревали. Ну, естественно, тот народный ансамбль, народный оркестр «Безим Буджак», которым руководит Владимир Николаевич Недов, вот про который я рассказывала. Им спасибо. Что я вам хочу сказать на будущее? Я, наверное, всех назвала. Если я кого-то забыла, я прошу прощения. Ну, вроде бы как иду по сценарию так. Коллектив «Буджактан Кызлар» выступил, конечно же, которым руководит Василий Железогло. Да. Значит, Андрей Иванов выступил сольно. Группа «Бельканто» выступила, вот мы говорили с вами. Еще, да. Также нужно сказать, что мы планируем в будущем расширять географию присутствия. Надеюсь, что у нас не будет, никаких ни технических причин, ни финансовых причин,
никаких других причин у нашей страны не будет для того, чтобы развивалось народное творчество, и все будет хорошо. Tabii söyleyeceğim Canlı Ivan'la çok sağ olun bulduğunuz vakit. Geldiğiniz bugün Çadırlunga kasabasından katıldınız. Gagauzya Günü'nden programısını diğerinden anlattınız. Nasıl Haramanan 19'unda Çadırlunga kasabasının Pobeda Parkı'nda geçti. Gagauz Türküsü 2024 festivali. Hem de anlattınız kendi planlarını için yılın bitkisine de. Saygılı seyredeceğim Gagauzyan yaşayanları. Gagauzya Günü'nden programı yaklaştı sonuna. Tabii sistem getirmesin aklınıza. Anne büyüğüm bizde stüdyoda bulundu. Bir meraklı insan Çadırlunga kasabasının kültür merkezinin başı Janna Paşalı. Kalın bizimle kalın. Garete kanalında.